национальной библиотеки. И, в принципе, для нас это очень большое событие, поскольку давно не было вот такой встречи. И, конечно же, наш глава что сказал, как он отреагировал, что поддержал, мы попросим рассказать нашу Светлану Васильевну. Пожалуйста, Светлана Васильевна, вы же здесь? Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Присутствует где-то 30 человек присутствует. Хорошо. Главное, видно, слышно, да? Да, коллеги? видно, слышно. Уважаемые коллеги, дорогие директора ЦБС, в общем, 25 января состоялось совещание у главы республики Айсена Сергеевича Николаева. Совещание назвали «О вопросах развития Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия к столетию». Вот вы сейчас видите. Спасибо, Светлана Александровна. Заместитель директора будет мне помогать рассказать вам, что же было на этом совещании. Вопрос по развитию национальной библиотеки, а значит и по развитию библиотечной информационной деятельности в республике мы поднимаем уже, наверное, больше года. Когда в прошлом году мы с вами стали победителями всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Это вообще сейчас в России считается профессиональный конкурс не только библиотекарей, а всех книжников группы А. То есть это самый наивысший, да, как бы уровень конкурса. И в прошлом году, когда мы получали первую премию, и в этом году, когда нам дали почетный статус территории книги и чтения, на вручении был сам Айсен Сергеевич. Вот почему я говорю, что это вот группа А. В основном получают губернаторы на таком уровне. И в прошлом году, и в этом году, когда обсуждали после получения премии, я ставила вопрос о том, что нужна такая встреча для того, чтобы поставить перспективные задачи, чтобы с нашей стороны, чтобы Айсен Сергеевич в общем, понял все как бы нюансы сегодняшнего развития библиотечной информационной деятельности, происходящие по всей стране. И вот, наконец-то, 25 февраля нам поставили, но вначале должна была быть офлайн встреча, но в связи вот с такой ситуацией, которая сегодня сложилась коронавирусом, в общем, он решил встретиться онлайн. И Айсен Сергеевич начал с того, что давайте будем считать, что это первая встреча. Я очень хотела встретиться офлайн, но переносить было уже некуда, поэтому вот для всех я говорю, что это первая встреча, начало разговора о развитии библиотечной информационной деятельности в республике. Мы с командой учредителя Министерства культуры и духовного развития под руководством нашего министра, курирующего заместителя Владислава Валерьевича Левочкина и руководителя нашего департамента и с нашей стороны команда заместителей Василий Борисович, Светлана Александровна, заведующие центрами. Значит, очень тщательно, конечно, готовились к этой встрече. Вот, спасибо
команде все-таки вот 99%, конечно, как бы успеха организации в первую очередь зависит от команды. Могу сказать, что очень волновались как-то, это, как Галина Дусевна сказала, давно не было. Вот, ну, в моей карьере, наверное, это впервые, может быть, вообще за все время. И, значит, представили мы наш слайд, нашу как бы презентацию, наш доклад. Во-первых, что в 2025 году это столетний юбилей нашей библиотеки, и что мы понимаем важность исторической даты и предлагаем вот рассмотреть ряд таких постановочных вопросов. Начали мы с общей проблемы, что в 2021 году состоялось, ну, знаковое для всего сообщества России, библиотечного сообщества России событие. Это утверждена стратегия развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года. И, кстати, в прошлом году Арсений Сергеевич уже как бы давал поручение о том, чтобы Министерство культуры Республики разрабатывало стратегию библиотечного дела Республики на период до 2003 года, но как-то так получилось, что мы, хотя представили стратегию, но как-то до сегодняшнего дня работы не было по этому направлению. И поэтому я тут буду уже как бы итоги, да, ну так, перемеживать, чтобы вы понимали, какое решение принял глава по тем или иным вопросам. Значит, в поручениях Арсений Сергеевич, когда после доклада и обсуждения доклада он делал свои выводы, сказал, что стратегия республиканская общая должна быть. Надо, во-первых, обсудить с библиотечным и, ну, гуманитарным, да, сообществом республики. Выделил 2 периода. Значит, май 27 это обсуждение, ну, то есть, ну, черта обсуждения. И 1 июня, Светлана Александровна, если я ошибусь по поручениям, можете перебивать по срокам и так далее. Значит, 1 июня это, значит, защита стратегии у председателя правительства республики. Будет подписывать Андрей Владимирович сам Росенко. Ну и дальше как бы мы перешли на стратегию развития национальной библиотеки и представили это развитие как высокотехнологичную модель развития национальной библиотеки. А также здесь я оговорилась о том, что мы сегодня, Национальная библиотека, работает по другому документу, что все, что мы представим, это связано как бы с будущим развитием до периода 2030 года. А сейчас мы работаем по документу «Новые стратегические инициативы Национальной библиотеки» на период до 2025 года, где реализуется более 70 проектов. Что такое высокотехнологичная модель? Конечно, здесь на первый взгляд как бы отсутствует ну, гуманистическое направление развития библиотеки, но дальше вы увидите, что в принципе здесь
совмещается как бы полный комплекс мер для сохранения и развития документального наследия, ну, отдельно как бы для взятого региона. И прямых, конечно, таких аналогов проекта «Высокотехнологичная библиотека» сегодня, ну, вот в Российской Федерации мы не обнаружили, и поэтому как бы все представленные проекты в основном не имеют сегодня аналогов в стране. Значит, мы вот предложили 3 направления. Это сохранение интеллектуального наследия народов Якутии и защита, продвижение документного фонда нашего. Второе – это наукометрические технологии в информационной поддержке науки и образования. И третье – это общественное пространство. Мы его назвали Саха-Ода. Ну, уже слышали, наверное, несколько раз выступали по этому направлению. Это трансформация работы библиотеки с населением. Саха-Ода – это по прообразу сегодня самой современной, мощной финской библиотеки Оди. Мы назвали Саха-Ода. И отдельно представили трансформацию филиала нашей библиотеки. Это детскую точку кипения, центр чтения. Значит, направление сохранения интеллектуального наследия народов Якутии – это как бы здесь мы рассматриваем 2 подхода в методологии. Во-первых, это сохранение наследия в целостности и сохранности в первозданном контексте. И во-вторых, это цифровизация. Проект представлен, то есть направление представлено проектом «Центр документального наследия народов Якутии». Это вот как раз наше стремление к сохранению культурного наследия и, ну, в первозданном, да, виде, как я сказала, и передача этого наследия от поколения к поколению. Ну, как вы знаете, накоплен уникальный документный фонд. Сегодня насчитывает, ну вот я округленно говорю, 1 700 000 документов. Глубина начинается с 1625 года. Здесь я рассказала о том, что мы стали меккой для исследователей Севера всего мира и сотрудничаем со всеми институтами, кто работает с этой проблематикой. Ну вот, например, с Кунсткамерой Петра Великого, Институтом этнологии и этнографии имени Миклуха Маклая, Институтом полярных исследований или имени Скотта Кембриджского университета. Ну и нас, конечно, признают, и это не секрет, как центр по работе с документами на языках малочисленных народов Севера, все центральные библиотеки субъектов, где проживают малочисленные народы Севера. Также вы знаете, что мы сегодня столкнулись, ну и не только мы, все библиотеки, с большой проблемой. Это угасание книг, журналов, особенно газет, угасание текстов, разрушение бумаги. Они дошли вот до последней стадии жизненного цикла документов. Здесь как бы я объяснила, что это как бы происходит естественным образом. В принципе, никто не рвет специально, да, не разрушает, но все, что вот 1695 года, естественно, это когда неудовлетворительное хранение, да, и другие и природные, ну, и организационные моменты здесь. Но мы должны это понимать, и это позволит нам как бы принимать такие превентивные меры для спасения вообще уникального культурного наследия. Здесь вот я и обратила внимание, и, скорее всего, впервые вот показали такие разрушительные, да,
как бы слайды. Единственный выход, конечно, это строительство высокотехнологичного здания библиотеки с многофункциональными производственными помещениями, ну, целым комплексом, научно-исследовательскими лабораториями. И, в общем, только тогда мы можем спасти наш уникальный фонд, не только Национальной библиотеки. Эти лаборатории могут работать на всю республику, на Дальний Восток, для того, чтобы сохранить все, что есть в форме интеллектуального наследия. Следующий проект, который представила, это Центр цифровизации языкового культурного наследия народов Якутии на базе Национальной библиотеки. Мероприятия эти включены уже в план основных республиканских мероприятий к столетию СССР, что вот нам как бы дало, да, некоторые как бы перспективы, потому что в прошлом году уже финансировали, а вообще финансирование будет продолжаться в течение 2 лет в объеме 31 миллиона. Вот в том числе мы в прошлом году освоили 11 с лишним миллионов, и в этом году предстоит освоить 20 миллионов. Первое, здесь 2 проекта, то есть 2 направления в этом проекте. Это, во-первых, создание условий для развития якутского языка в цифровом пространстве, в сети интернет. Здесь главной целью является сохранение национальных языков народов республики путем использования сервисов машинного перевода. Вы знаете, что уже в Яндекс.Переводчике включен якутский язык. Проект осуществил и руководил тогда наш сотрудник Алексей Иванов. Сейчас он общественник, работает на общественных началах. Что это такое, вы тоже представляете. Здесь особую роль имеет, что накапливается постепенно тексты на якутском и русском языках. Эти тексты обязательно должны быть параллельными, тогда как бы получается саморазвивающаяся система, и можно включать те или иные языки в переводчики типа Яндекс.Переводчик, Google. Вот мы сегодня имеем наш якутский язык в Яндекс.Переводчике. И от того, насколько увеличивается объем таких текстов параллельных, да, тем и лучше качество перевода. Здесь как бы наш интерес в том, что в будущем в электронной библиотеке будет встроен этот переводчик, и будет возможность переводить тексты, книги на якутском языке на 90 языков, предположим, которые сегодня включены в Яндекс.Переводчик. И, кстати, уровень перевода, наш как бы язык пока вот обозначен бета, то есть это еще не окончательный, да, сегодня переводчик, но в 2022 году, вы помните, был релиз от Яндекса. В 2022 году должна быть выставлена уже окончательная версия. И вот мы сегодня уже электронную библиотеку готовим для того, чтобы была возможность встроить такого рода переводчики, трансляторы. Это не только Яндекс.Переводчики. Здесь мы готовим несколько слоев текста для того, чтобы наша электронная библиотека была готова вот к такой технологии. Ну и следующее направление проекта – это оцифровка культурного наследия народов Якутии. Мы проект этот начали в 2019 году по просьбе вот как раз главы Арсена Сергеевича. Он нам поручил оцифровать рукописный фонд
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Это уникальный фонд. Мы начали с фонда Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Сегодня его фонд оцифрован полностью, готов уже к работе онлайн. И мы вместе под руководством института приступили к подготовке полного собрания сочинений нашего уникального, выдающегося ученого Гаврила Васильевича. Собрание сочинений, состоящее из 10 томов. Сегодня нами подготовлено уже 4 тома. В этом году, если будет все нормально идти, то первый том к столетию увидит уже свет. Здесь в этом году мы освоили тоже некоторое финансирование. Видите, на слайде мы закупили уникальную коллекцию профессора Юрия Ильича Шейкина. Многие знают Юрия Ильича. Он в течение 50 лет собирал эту уникальную коллекцию. Экспедиционная работа его. Закуплены исключительные авторские права на коллекцию пока аудиозаписей уникальных исполнителей. Я, конечно, об этом не говорила в главе, но вот в том числе дедушки Айсена Сергеевича, Андрея Титовича Титарова, очень известный Алан Хасуд. Оказывается, в этом году Агики готовит его Аланху, очень известное, сейчас выпало из головы название. И вот как раз будет использована в этой книге система QR-кода, и как раз вот направлена будет ссылкой на наше хранилище этого уникального наследия коллекции Юрия Ильича Шейкина. И это вот как бы будет считаться вечное хранение. Потому что, вы представляете, какая это ответственность. Сегодня, конечно, это очень большая проблема, вот именно вечного хранения контента. Сказала здесь я о перспективах, особенно о перспективе каталогизации нематериального культурного наследия. Мы этот проект обозвали «Культурный код Якутии» на базе ABIS-APAC Global по методологии ЮНЕСКО, по требованию ЮНЕСКО. Это будет совместный проект с Арктическим институтом культуры и Домом народного творчества нашим, и другими учреждениями культуры и образования. Следующее, в поручениях будет первый проект по развитию якутского языка в цифровом пространстве. В этом году включат в государственную программу развития языков в Республике Саха-Якутия. Но очень надеемся на эту программу. Каждый год более 60 миллионов будет рассматриваться, и мы думаем, вот по пока первым сведениям, где-то в среднем около 15 миллионов хотелось бы иметь по этой государственной программе. По оцифровке он тоже поддержал, сказал, что будем думать, каким образом это можно поддержать с государственного бюджета. Следующее стратегическое направление, представленное в главе, это проект Open Science Saha называется. Это применение наукометрических технологий для развития науки и образования в республике. Это очень перспективное направление. Вообще, можно сказать, такой амбициозный пока проект.
будем развивать в рамках программы «Цифровая научная библиотека». Здесь тоже все библиотеки республики, вне зависимости от ведомственной принадлежности, будут участвовать. Мы сегодня, вот вы все тоже знаете, готовим единый поисковый сервис для библиотек, да, единая цифровая среда. Вот в этом как раз и будет реализовываться эта платформа информационная, еще раз назову, в будущем будет у всех на устах, кто учится, кто образовывается, наукой занимается, Open Science Saha. Здесь основная как бы идея – это значит, соединение нашей наукометрической базы данных с такими международными базами данных, как Scopus и Web of Science, индексирование региональных научных публикаций в этих международных научных базах. Сегодня очень сложная ситуация, вот кто связан с этим, все знают. Общие требования вообще в мире для того, чтобы научные публикации индексировались в Scopus, Web of Science или в других такого типа международных базах. У нас в стране это российский индекс цитирования РИНС, да, e-library, база данных, вы все хорошо знаете, электронная библиотека. Но происходит сегодня так, что мы ни через РИНС, ни через любые другие базы данных напрямую не индексируемся в Scopus Web of Science, поэтому сегодня ученые, преподаватели вот вузов, СУЗов вообще по всей стране публикуются в этих базах только через посредников, ну, за баснословные, да, цены здесь минимум от 60 тысяч для того, чтобы ну, в самых таких низких кварталях журналах, да, которые издаются, предположим, в третьих странах Африки, ну вот более-менее даже в Бразилии, для того, чтобы наши публикации даже российского, особенно регионального уровня, попадали в эти международные базы данных. Из республиканских журналов индексируется, ну вот более 100, наверное, где-то журналов таких научных. Каждый институт, вуз имеет свои журналы, но индексируется только 2 журнала. Это медицинский журнал и математиков. Все остальные не имеют сегодня возможности. Асин Сергеевич сразу понял как бы перспективность и поручил включить этот проект, ну, сегодня в самый перспективный в республике проект, это НОЦ «Север», который финансируется. В прошлом году республика победила в большом мега-конкурсе, и этот НОЦ «Север» сегодня финансируется Министерством науки и образования Российской Федерации. А следующий проект, о котором рассказала главе, это также проект в рамках программы «Цифровая научная библиотека». Это якутская энциклопедия, энциклопедия Якутии. Это продукт коллаборации Национальной библиотеки республики с Академией наук. Информационный портал «Цифровая научная справочная информация» на русском и якутском языке о Якутии. Проект уже запущен в декабре 2021 года, тоже на базе APAC Global. Конечно, аналогов пока в субъектах нет. Это первый такой будет проект на библиотечной технологии. На нашем формате МАРК здесь мы вплотную работаем, конечно, с эдитом
Борисом Родионовичем Логиновым. Перспективы очень большие. Вот буквально на днях мы разговаривали о запуске саморазвивающейся платформы на этой базе детской энциклопедии Якутии. Конечно же, в этом проекте будете участвовать все наши районные ЦБС. Пока как бы мы внедряем, в мае только 2022 года начнутся уже обучение на этой платформе. Третье стратегическое направление, ну вот по энциклопедии Якутии эту часть финансирует Академия наук полностью, как бы они основные будут в финансовом плане исполнители проекта, это Академия наук. Значит, следующее стратегическое направление – это общественное пространство Саха-Ода. Новая как бы модель творческой организации досуга, развития жителей республики. Сказала уже, что вот мы вдохновились финской библиотекой Оди. Здесь как бы такой образующий, да, идея, образующий проект – это Free Library. Это как бы наше ноу-хау сегодня. Об этом мы когда-нибудь, ну, уже, по-моему, на каком-то семинаре рассказывали, но я думаю, что в перспективе это и в таком научном плане с точки зрения и новой концепции, это вообще как бы развитие новых форм библиотечно-информационного обслуживания. Я думаю, что будет, конечно, много критики со стороны библиотечного сообщества, потому что в этой методике воплощены все методы, которые сегодня существуют по работе с книгами вообще. Это, ну, если коротко сказать, это и традиционное обслуживание в библиотеке, и удаленное обслуживание, и заказ книги из всех источников, и в том числе это и покупка понравившейся книги. В общем, очень, с одной стороны, сложная внутри технология, но мы попытались отработать, и вот я думаю, что уже в марте мы готовы показать, ну, в таком усеченном виде, конечно, в наших условиях Национальной библиотеки, но показать эту технологию уже воочию. Конечно, в полной мере эта концепция прописана в концепции парка будущих поколений. Если кто не знает, то основную концепцию парка будущих поколений, которую сегодня строит уже фонд будущих поколений, разработала Национальная библиотека по просьбе уже главы Айсена Сергеевича. И наша концепция, принятая, ну, почти 100%, и глава вот на этом совещании нашем тоже сказал, что мы являемся основными и будем основными резидентами парка будущих поколений. Ну, там, конечно, небольшое пространство. Мы были готовы захватить весь парк будущих поколений, но нам фонд будущих поколений не разрешил, но все же будет некое пространство вот для Free Library. Но, в общем, это наша устремленность, как говорится, в будущее. Здесь мы рассказали особо о новом проекте, который сегодня вот разрабатывается под руководством Владислава Валерьевича Левочкина. И
Светланы Александровны, да, заместителя директора. Это школа креативных индустрий. В марте будем принимать участие в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации и претендовать на 64 миллиона. Для этого вот на совещании глава выделил отдельное помещение, где-то 300 квадратов. Вот в здании по Курашова, все знаете, там сейчас какое-то министерство находится, но они переезжают, в поручение это включено. Ну, достаточно хорошее помещение, мы смотрели, с хорошим ремонтом. Ну, и это вот будет, я думаю, перспективно. В год где-то должны пройти в среднем 120 детей по школе креативных индустрий. Ну и в основном там оборудование, технологии по этой школе, конечно же, должны работать на развитие национальной библиотеки, в том числе и ДТК, Центра чтения. Отдельно стоял вопрос по филиалу нашему, Центру детского чтения. В 2021 году прошла трансформация полная. Сейчас Центр детского чтения называется «Детская точка кипения. Центр чтения». Мы изменили структуру Национальной библиотеки. Команда прошла полностью обучение в Агентстве стратегических инициатив Российской Федерации, защитили концепцию. Сегодня мы полностью готовы к открытию, пока под ником «Будущая детская точка кипения». Это, опять же, будет первый проект в стране именно по открытию детской точки кипения. Глава поддержал. Отдельно уже в тот же день мы направили полную концепцию детской точки кипения главе с письмом о финансировании ремонта здания, ну, территории там Центра чтения. Глава полностью поддержал. Мы уже получили согласие официальное по системе ИСЭТ. И, в общем, думаем, что 1 сентября будет открытие по стране первой детской точки кипения. Я думаю, что коллеги тоже на очередном семинаре полностью расскажут об этой инновационной концепции детская точка кипения. Вообще, вот когда мы обсуждали этот проект в самом начале, стало понятно для профессионалов, что этот формат на самом деле сегодня он такой переходный. Да, я об этом рассказывала. Это поиск как бы новых смыслов для нынешнего поколения детей, молодежи, для того, чтобы вернуть их обратно в детские библиотеки. Такой переходный период должен быть обязательно, потому что мы сегодня своими традиционными формами работы, ну, тут нечего скрывать, пока не можем наладить, как говорится, работу с детьми и молодежью. Конечно, опять же, я говорю, эту концепцию не все принимают в библиотечном сообществе, большая критика идет из центра, даже из Российской государственной детской библиотеки, но я думаю, что мы вытерпим. Во всяком случае, профессиональную точку мы держим. Здесь вот нету такой оголтелой такой, да, ну, ходьбы просто за новыми формами работы.
Ну и самое главное, к чему мы подводили все это время, это два вопроса. Во-первых, это капитальный ремонт нашей библиотеки. Ремонта не было в течение 50 лет, уже вот 73-го года. Так получилось. Ну вот мы объясняем это тем, что мы в свое время ждали новое здание вот с 2003 года, и как-то вот так незаметно прошли, как говорится, все эти 50-30 лет. И сегодня основное здание совершенно не отвечает тем, ну, минимальным требованиям современного общества. Мы вот в последние 5 лет каждый год смета уже есть, она уже опять устарела, и сумма уже маленькая, но вот в течение 5 лет каждый год во все инвестиционные проекты на уровне республики, на уровне России, это пандемия, потом были всякие, помните, да, финансовые катаклизмы в стране, и, в общем, из года в год опять мы по остаточному принципу, и, в общем, глава наконец-то дал поручение Андрею Владимировичу Тарасенко о том, чтобы в этом году при первой же корректировке в марте, значит, наши несчастные 59, ну, около 60 миллионов рублей выделить из бюджета республики. Это тоже уже в поручении есть, и думаем, что наконец-то, ну, кое-какой ремонт, ну, вот особенно, ну, кстати, был у нас Андрей Владимирович Тарасенко, в каком месяце-то, даже запамятовала, в октябре, да, Светлана Александровна? В В октябре, октябре, ага. в октябре был Андрей Владимирович, тоже, ну, впал в большое уныние от нашего основного корпуса, от книгохранения нашего, и сказал, что, ну, это национальная библиотека должна быть как бы прямой задачей сохранения интеллектуального наследия, ну, всей республики. И сразу же после встречи, и он, кстати, подал вот идею нового здания. У нас к тому времени была идея фикс, ну, где-то вот как в Татарстане, да, и в других приспособить какое-то здание. Мы искали по всему городу, но вот Андрей Владимирович впервые тогда дал нам такую установку. Для развития библиотеки нужна только новая библиотека. И сразу выделил тогда 10 миллионов для того, чтобы мы хотя бы с чего бы то начали. Эти деньги мы уже в бюджетной росписи этого года получили. И надеемся, что вот по поручению нашего главы получим и 50 наших миллионов на капитальный ремонт. Ну и самое последнее, это вот строительство. Мы показали, что сегодня все наши соседи и дружественные республики имеют уже новые здания. Вы все тоже об этом знаете. Все они построились за счет федерального бюджета, за счет программы развития культуры Российской Федерации. Совершенно вот новехонькая это Национальная библиотека Республики Бурятия, где-то миллиард 400, по-моему, на строительство уже. Они как продолжение основного здания построили, 2 корпуса. Ну, не скажу, что высокотехнологичные, но во всяком случае телелифт, вот последние такие технологии, они все развернуты. И в Молчановке, тоже в Иркутской области, все, наверное, почти побывали. Ну и, естественно, Национальная библиотека Татарстана. Вот мы ему рассказали и сразу показали
свою мечту. Это новая национальная библиотека Республики Саха-Якутия. У нас в начале должна была быть построена библиотека в 72-м, да, в каком квартале-то было? В 73-м, 57. в 73-м Сейчас. квартале. Проект полностью был в 2010 году обновлен, но вот не смогли построить. Это место вот сегодня отведено под парк будущих поколений. Это вот где Каландрашвили Петровского. Сегодня мы это место уже утратили, поэтому предложили 68-й квартал. Это вот где примерно музей «Россия. Моя история», улица имени Ксенофонта Дмитриевича Уткина. Там будет большой, как называется, тоже проект технопарка. Такая территория будет инновационная. Будут также строить вот по форме государственно-частного партнерства. И как раз в этом квартале будет высокотехнологичная, ну то есть мы мечтаем, будет высокотехнологичная национальная библиотека республики. В общем, предложение было с нашей стороны реанимировать вот старый новый проект национальной библиотеки с посадкой в 68-м квартале. Глава поддержал, значит, вообще идею строительства, и это для нас самая главная победа. Сегодня мы можем уже официально об этом говорить, что у нас начинается процесс подготовки проектно-сметной документации строительства новой национальной библиотеки. Во-первых, он сказал, что он пока, в общем-то, согласен, что это 68-й квартал, что это очень перспективный на сегодняшний день квартал, но он очень сомневается по старому проекту и дал поручение, ну, поставить точки над «и», это в поручении будет по работе с вот, реанимацией старого нового проекта. Он сказал, что 2010 год и 2022 год – это совершенно разные сегодня, да, подходы к строительству, что сегодня нужна совершенно другая форма, да, такая монументальная форма национальной библиотеки. И вот он пока видит только этот, ну, такой не очень качественный рисунок и, в общем, сомневается в том, что этот проект можно сделать сегодня современным проектом национальной библиотеки. Значит, он сказал, что сегодня параллельно строятся 3 объекта медицинских и арктический центр. В 2023 году, как бы завершение этих проектов. И с 2023 года будет определение приоритетов. И вот мы поняли, кто будет готов к тому времени со своими проектно-сметными документациями, те и войдут в приоритет уже строительства. И он сказал, что сегодня из Минкультуры Якутии 2 проекта он как бы одобрил, я поняла. Это строительство театра оперы и балета. Конечно, для них, может быть, это нужно, но мы так сразу погрустнели. И вот второй проект – это вот строительство национальной библиотеки, и поручил Андрею Владимировичу, Сергею Васильевичу, нашему заместителю председателя, значит, расставить все приоритеты. Значит, кто будет первый, я поняла. И, в общем, здесь большая
предстоит работа, все зависит от нас для того, чтобы вот попасть в приоритеты республики с 2000, а это уже следующий год, да, 2023 года. В общем, было обсуждение после этого. Выступал министр Юрий Степанович, тоже поддержал, похвалил нас. Выступали министр Минимущества, Мининноваций, заместитель был министра Сергей Васильевич. Он в том числе поставил вопрос о распространении социально значимой литературы, сказал, что это сегодня актуальнейшая проблема для библиотек, и в самом недалеком будущем мы должны решить эту проблему, и просил включить это в поручение, значит, внести изменения в порядок издания и распространения социально значимой литературы в разделе распространения. Пока, значит, мы такой концептуальный вариант только пустили, но, конечно, с нашей стороны будем бороться за безвозмездное распространение социально значимой литературы библиотекам нашей республики. И итоги сделал глава. Ну вот мы слушали все, вот команда министерства, которые работали, наша команда, Василий Борисович, Светлана Александровна. Я буквально, конечно, была, и коллеги были удивлены, насколько мощно вот, систематизировал то, что вот услышал, может быть, даже впервые Асин Сергеевич, и расставил очень профессионально с политической точки зрения, с точки зрения политики, да, и с точки зрения развития библиотечной информационной деятельности не только Национальной библиотеки, а с точки зрения вообще развития нашей отрасли, все моменты, которые он услышал. Ну и самое главное, конечно, это стратегия развития библиотечной информационной деятельности до 2030 года, потому что мы все понимаем, если есть стратегия, есть программа развития, значит, есть план реализации этой стратегии, а это в первую очередь, конечно, финансы. И здесь мы должны вплотную отработать с правительством, с учредителем, для того, чтобы весь этот комплекс, все эти этапы пройти. Но, слава богу, у нас уже есть образ для того, чтобы, да, пройти. Россия сегодня приняли и стратегию, и план, и сегодня есть уже финансирование, и это мы с вами тоже ощутили. Это вот в прошлом году впервые, как говорится, государственная поддержка комплектования страны, библиотек страны. И это вот благодаря, в первую очередь, что появилась стратегия развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года. И здесь, к слову, скажу, что мы готовим совещание при Сергее Васильевиче Местникове. Это будет 2-го. Вот я не знаю, кого пригласят из ЦБС. Галина Иосифовна, хорошо бы пригласили по комплектованию библиотек нашей республики. Уже в плане стоит 2 февраля докладывать будет министр. Готовим информацию, об этом тоже сегодня переговорите.
обязательно должны быть представители из ЦБС. Определите, кто из директоров будет участвовать на этом, ну, тоже очень важном совещании при зампредседателе правительства нашей республики. Ну вот, это я хотела донести, дорогие коллеги, до вас. Если есть вопросы, могу ответить. Ну и не обязательно касающиеся только развития национальной, да, библиотеки. Вообще, если есть какие-то вопросы вообще по развитию нашей страны. Спасибо, Сагана Васильевна, за очень интересное представление встречи с главой. И вы, которые слушаете нас сегодня, вы, наверное, увидели, что действительно у нас сегодня время, когда мы вот так должны свои эти вопросы ставить перед своим учредителем, перед своими там депутатами районного совета. Именно не так, как вот сразу дайте нам деньги там на ремонт, дайте нам, мы хотим новую библиотеку, денег нету на комплектование. Вот это вот действительно очень композиционно правильно сделано, что мы очень свои такие идеи хорошие, Сагана Васильевна рассказала, такие действительно, которые понятны вот каждому человеку, патриоту своей родины, что мы должны вот идти в ногу со всем мировым сообществом, не только там среди России или среди своей республики. И вот под это нам нужны вот решения вот таких проблем, на которых мы утонули на самом-то деле. У нас в районах мы все утонули в своих проблемах, вот по мелким таким вопросам. Вот у нас такого целостного видения нет. Поэтому я вот сидя здесь подумала, почему бы, Саргана Васильевна, нам не создать совет директоров? Потому что в последнее время у нас на планерках Национальной библиотеки звучит, что мы должны быть вместе, и вы должны быть на уровне вот, администрации, руководства Национальной библиотеки. Все проблемы должны хорошо разбираться и подключаться к ним. Потому что действительно вот создание единого цифрового пространства, она предполагает, что мы будем жить как одна организация. Вообще как одно вот такое предприятие во имя интересов наших пользователей, чтобы у них был доступ вот к социально значимой информации и так далее. Поэтому вот выдвигалась идея, что вы должны быть вместе, а форму мы продумаем, да. А вот что касается стратегии развития библиотечного дела до 30 года, проект уже есть же, Саргана Васильевна, проект есть, но вот в свете последних этих событий вот правильно, что быстро все меняется. Вы посмотрите, мы вам отправим наш проект, и вы внесете туда свои предложения, свои там замечания какие-то. И на совещании директоров мы, может быть, тему пустим так это, обсуждение проекта стратегии развития, да, чтобы у нас уже в конце марта уже был документ, который мы уже обсудили. Потому что, да, и нам на переработку время надо будет, чтобы там что-то добавить, может, какие-то у вас будут идеи очень хорошие, вот такие уровневые, о которых рассказала Саргана Васильевна, да, потому что если вы попадете в стратегию и план действий, тогда можно рассчитывать на какое-то финансирование, ну, с уровня республики или с уровня муниципального образования. Поэтому даже я вот так подумала, может быть, на этом совете директоров заслушать по очереди директоров, да, ну, может быть, блоками или как-то, чтобы они вот так же поделились, чем они занимаются, какие у них есть хорошие идеи, что они хотят, тут, какие инновации, креатив, какой они придумали и так далее. Было бы здорово. Может быть, так сделаем? Полностью поддерживать. Да. Уже можно, да, с февраля уже даже можно реализовать. Да. Можно расширенные, да, такие заседания проводить, чтобы мы все это слушали. Я тоже всегда говорила, вот Галина Дусевна сегодня сказала, вот, особенно мы на ученых советах рассматриваем всегда такие перспективные для всего сообщества, да, проекты, проблемы. И очень жалко, что об этом сообщество как бы не узнает или узнает поздно. И вот я предложила Галине Федосевне, чтобы на такие ученые советы, ну, на другие совещания, касающиеся таких инновационных, проблемных проектов, всегда приглашали директоров наших ЦБС. И в этом плане вот Галина Досевна вот с этого года
будет уже для вас доводить информацию, что можно зайти и послушать, поучаствовать в обсуждении. Действительно, сейчас время такое, что вы можете вообще вот так остаться, сесть, и действительно, вот ваше руководство скажет, очень неинтересная организация, непонятно, какую пользу он приносит вот в современном мире. Поэтому сегодня от вас во многом зависит, как вы себя будете позиционировать вообще в рамках района, республики, ну, чтобы у нас сообща, у нас получилось бы развитие, мощное развитие вообще библиотечного дела, а этому нам помогла бы наша стратегия. Вот по рассказу Сарганы Васильевны видно, что все министерства очень хорошо приняли вот эти креативные идеи. Действительно, может, они немножко над библиотечными, смыслы у них, вот, например, даже национальный код, да, культурный код народа. Вот вроде бы так красиво называется, а внутри вот наша работа, которую мы всегда делаем. Оцифровка нашего культурного сбора и так далее. Все это входит, но подано-то очень хорошо. Культурный код народа. Вот этот культурный код-то в основном у вас, наверное, хранится. Особенно вот Верхневилюйский, это вот как бы наследие нашей очень уважаемой Ольги Дмитриевны. Вот то, что она собрала. Вот ее тоже фонд может каким-то образом потом войти вот в эту как бы базу, да, базу, чтобы весь народ, вся республика пользовалась вот ее наработками, многолетними. Так много времени она вот отдала, сил отдала, а это вот только один улус использует. Так не должно быть. Это должно быть достоянием вот всей республики и всей страны, и, может быть, даже мира. Понимаете? Пожалуйста, есть какие-то вопросы, высказывания вот, по поводу выступления, презентации Сарганы Васильевны? Пожалуйста. Потом Саргана Васильевна уже пойдет работать, мы сами останемся обсуждать свои мелкие проблемы по отношению вот с этими глобальными идеями. Пожалуйста. Я вижу тут Елизавету Семеновну, Изабеллу Ивановну. Давайте что-нибудь скажите. Варвара Николаевна. Вот даже по тем предложениям, которые мы вам высказали. Может быть, какое-то свое мнение скажете. Вот самая большая проблема библиотек, мы всегда отмалчиваемся. Вот это самое плохое. Вот это самый большой минус в наше рыночное время. На общих собраниях сидим там, лишь бы не трогали, да? Вот сегодня это самый такой проигрышный путь, когда вот сидим и отмалчиваемся. А в голове там очень много крутится, а вы это не высказываете. Публику, в народ. Вот это наше... Вот нам надо это сломать как-то, стереотип свой. Пожалуйста. Изабелла Ивановна, я вот вижу, что вы это, уже готовы что-то сказать. Пожалуйста. Изабелла Ивановна, я это что-то не вижу вас. Где вы? Вылетела, что ли? Ну, Варвара Николаевна тогда, может быть. Давайте, Варвара. Добрый день, коллеги. После светлых рассказов выступления Сарганы Васильевны, что можно сказать? Все будем работать вместе, думать. Бүтін қолбан бұқывары тетче жүгей ғырдық ханалар перспектива кәлбетін кәне үлелер боллақ бітті. Олақ түскілер нады, бәбітті бүтін ұлары тұқпытын нады, бүтін ханы бүтін ұлары тұқпытын нады. Наға жүгей олақ кейім аннық өрі көтіғілер аспыққа көсігі тұғынан барға бар тоққа ақпыпыққынан баран Сарганы Васильевна кәпсәбіт еттен кейі өрі көтіғілер үйерер. Онанча енді бітер күсті әқілі. Оннан те совет директоров тен ханадалах, этендик бар боллагана тон хөбелһен өйбүн холбон. Онна Галина Федосевна теп информацион руңин ден этен ханада бебе битен бисем бебе битен опуптан атастахан Инстаграмнан сайтынан эре болбакка бебе опуптан маннык кепсетиһен истиһен доктурбут наха опутатастахар болла. Нахачугай болуте, онан ченди битер үле, онда сүтөгүл үле боллади. Нахан тирехине нахачугай хырдык сагактар
арыллаллар ди. Он той бит толукка киддаган наха чуй боло толукка киде болдага ди. Онанча лагат хамнаска тиһин бахыбаларын нахан тирехиней наха үрүлләк. Онда маннык эти туакка Саргалана Васильевна Петернаучной докторга это выступленияларга кирен истер нада. Бебит эдер коллегалар битен элбахты үйрәтәк битен нада. Оннук. Он макта. Спасибо. Вас поздравляю я с переездом в новое здание. Это величайшее тоже событие. Надеемся, что в скором времени увидим вашу библиотеку, Варвара Николаевна. Все-таки открытие отложили, да, Варвара Николаевна? Выключила звук, Варвара Николаевна. Спасибо, коллеги. Спасибо. Не буду я вас задерживать, да, тоже. Пожалуйста, вот особенно по второму, Галина Тусевна, тоже решите, какие нюансы, нюансировки для того, чтобы довести до правительства, чтобы наконец-то нам решить социально значимой, да, литературой, сколько уже можно. И, в общем, коллеги, всех, вот спасибо Варваре Николаевне, настраиваю на созидательную работу. От нас, от библиотек, очень много зависит, вот особенно по интеллектуальному развитию нашей республики. Пока-пока. Спасибо, Саргана Васильевна. Спасибо. Так, ну, на этом как бы у нас одна часть нашей встречи заканчивается. Сейчас переходим к нашим будням, нашим срочным делам. Вот как раз Саргана Васильевна сказала про встречу у Местникова по поводу комплектования фондов. Тоже хотелось бы какие-то ваши предложения. Мы уже справку делаем, но там нужно еще вот то, что с мест какая-то информация нужна. Что планирует вам, какую сумму планирует, как вы прогнозируете, как у вас будет с вашим документным фондом. Может быть, какие-то светлые предложения возникнут. Вот это нам сегодня надо будет выслушать. Поэтому давайте сразу, раз разговор об этом пошел, начнем с Ларисы Романовны. Лариса Романовна. Доброе утро, коллеги. Ну, как уже сказали, что это очень горячий вопрос наше комплектование, и мы как раз будем как бы принимать, да, ну, там, подготовим документы, встречи с Местниковым. Естественно, нужны от вас информации. На сегодня у меня нету даже отчетов нескольких библиотек. Но, несмотря на это, мы возьмем голые цифры, да, наверное, но это тоже, конечно, не дело, надо вовремя все сдавать. Но здесь станет вопрос, конечно, о нашей методической рекомендации, которая была принята 13 апреля, да, 2021 года, где у нас идет комплектование, значит, 300 экземпляров на 1000 жителей до 50 тысяч жителей и свыше 50 тысяч жителей. Это вот город Якутск, Нерюнгри и Мирный. Это вот 250 книг на 1000 жителей. Ну, и вы все прекрасно знаете, предварительно мы их всегда оцениваем и среднюю цену говорим, да, вам. И в этом году средняя цена пока также остается, но как вот мы поняли из федеральных средств, которые мы закупались, да, вот был такой этот период, где мы закупались, и там они нам дали цену 500 рублей на одну книгу. Но мы знаем, да, что не все получается 500. И вот я последний раз попыталась посчитать, и вот среднюю цену я хочу сказать, тут с учетом идет от 457 рублей до 514. Ну, вы поняли, да, 514 рублей – это арктические районы, и вот 457 – это вот центральные районы, да.
И приблизительно вот таким образом считаем, и туда же входит у нас периодика. И по нему у нас должно выходить в конце 126 миллионов, но это вот по нашим подсчетам, но экономисты считают совсем по-другому, и там выйдет у нас, наверное, где-то 110 миллионов, но все равно мало, да, мы получаем половину только. Есть районы, в которых проблематично, но в конце декабря по отчетам вижу, что все получили с помощью поддержки, наверное, и депутатов, и глав, все же они вам в конце года всем выделили финансирование вот Абыйское, Нижнеколымское и Момское, у которых были проблемы, да. Но тем же менее у нас остается проблема подписки, потому что подписка, я смотрю, сумма каждым годом становится меньше и меньше. И вот социально значимые периодику, которые тоже как бы нам предложено было с министерством оговорено, вот газеты у нас Саха-Сиряк, Якутия, Крым, там Полярная звезда, да, вот такие журналы, газеты детские тоже, Кескиль и Колокольчик, Чуранчик, да. И вот у нас совсем, мы даже на них некоторые районы не можем выписать. Совсем мало-мало получается, да. И вот такие проблемы тоже надо было бы от вас услышать. И хочется сказать сейчас, я немножко отойду, наверное, от темы, потому что срочный запрос у нас идет по земскому работнику культуры. Сегодня последний день, где нет информации от Горного района, потому что у них не было связи. Надеюсь, что я сегодня его получу, да. И это в прошлом году, в декабре, когда собирала и уточняла от вас данные, у нас было 16. А вот сейчас смотрю, больше половины уже нету, осталось 7 только. Министерство культуры спросит, куда девали остальных, где вы запрашивали в декабре, а в январе их уже у вас нет. Поэтому, когда планируете, тоже постарайтесь как-то, когда вот уже последние цифры, да, вот, достоверные. Но я понимаю, вот Сунтар мне потом позвонил, что они уже приняли человека, да. Еще кто-то мне позвонил, сказал, что они приняли уже работника. Ага. И поэтому будьте добры. Вот сейчас опять отправила тоже по потребностям, да, уже то же самое они будут заполнять. Анкетирование, помните, мы делали? Это же все шло к тому земскому работнику культуры. Но там она распределена, посмотрите по методике, все там расписано, все понятно. Но если вдруг что-то не получится, вы даже с телефона можете заходить, потому что там через Google таблица. И поэтому надо через Google форму заходить, да? Так, у меня вкратце вот так все. У кого какие вопросы и какие предложения? Вот как раз по совещанию, да, вот эти совещания очень много значат. Видимо, и презентацию, вот как Светлана Васильевна сейчас показала, как-то нам надо тоже поменять, вот плач Ярославны, поменять вот на более так, другие акценты надо сделать, да. И вот в связи с этим, вы знаете, вот какую проблему я хочу поднять. Мы получали же в прошлом году письмо от Министерства финансов нашей республики, где они говорили, что то, что деньги мало дают на комплектование, на подписку, виноваты даже где-то сами библиотеки, потому что они у себя там, вот деньги оптом идут, и вот каждый руководитель должен попытаться, чтобы социально значимые какие-то вот расходы должны войти модельные расходы муниципального района, оценку которого ежегодно делают. И, значит, нас там нет ни по комплектованию, ни почему, ни подключения к интернету в этих модельных расходах нас нету. А вот заместитель министра финансов, это письмо мы вам отправим, она вот предлагает нам войти вот в эти модельные расходы, чтобы у нас было отдельным
отдельной строкой шло вот именно финансирование комплектования и подписки. Может быть, мы у значит, председателя правительства будем это отстаивать. И чтобы там департамент по местному самоуправлению, вот по итогам этого совещания неплохо было бы нам это, как бы добиться, чтобы в протоколе было это, чтобы все муниципальные районы включили вот наши вот вопросы комплектования и подписки, включили вот модельные расходы, вот так они называются, модельные расходы. Ну, об этом вот пыталась нам рассказывать, помните, это Гурьева Наталья Филипповна, что она как-то по-другому называла, но это, вот, это одно и то же, что вот мы не должны в общей куче ходить, где могут дать, могут не дать, а вот у нас была бы вот такая вот прописанная в модельных расходах вот именно комплектование. Вот это вот надо через правительство нам добиться надо. Так? Теперь, конечно же, кого мы позовем? Так, кого мы позовем? Конечно же, надо будет люди, которые хорошо, убедительно говорят, вот как Вера Аполлоновна, например, да? Изабелла Ивановна, чтобы все-таки проблема была озвучена, а не так, что все у нас хорошо, все как вот положено. Особенно арктические районы хотелось бы в этот раз акцентированно, чтобы они на это настаивали, потому что цены у них очень дорогие, и доставка, и это. Так, еще самое главное объявление не сказала. На федеральные средства купленные книги уже сегодня последние посылки собирают. До конца будут собирать, дособерут, и уже с завтрашнего дня уже надо вывозить. И 21 февраля мы должны отчитаться, что вы все забрали. Поэтому я сейчас Google таблицей отправлю после этого график. Вы туда запишите свои даты. Хорошо? А место, сколько места там собрано, Вячеслав Батарович сам с вами свяжется. Ну, вернее, вы им позвоните, и он вам свяжется, с вами свяжется. Я это отправлю на 2 группы, знаете же, да? Группа директоров для социально значимой литературы и комплектаторов. Ну, вот, в общем-то, мы в уста Светланы Васильевны вложим, вот то, что нас надо включить в модельные расходы, но нужна поддержка вот, с мест о том, что вот это очень реально нам нужно будет. И тогда мы, может быть, в какой-то мере закроем эту проблему, особенно в тех районах, где очень мало дают денег. Теперь в отношении социально значимой литературы, да, то, что вот проект по обеспечению доступа к социально значимой национальной литературе через электронную библиотеку АЯР.ру, вот, по-моему, вы собирали, да, Лариса Романовна? Что там, какая картина? Еще не собирали, мы соберем. Но надо нам, очень быстро надо собрать. Вот сколько людей посмотрели этот, как бы, ихний сайт, и сколько людей прочитали книг вот в этом АЯРе. Так? В этом АЯРе только, оказывается, библиотеки могут подписываться. Я как читатель пыталась подписаться, бесполезно. Ну, понятно, только библиотеки. И надо варьировать на этом совещании, буквально вот 2 числа, да, нам надо варьировать уже какими-то процентами. Но я слышала, что Луковцев входит и всем говорит 0, но 0 ли? 0 ли? Если там 0, да, то уже надо по-другому решать эту проблему. Понимаете, вот это вот не сработало, их предложение получится, да? И мы предложим, может быть, это действительно, вот как Светлана Васильевна говорила, поменять именно правила, порядок вот, издания, распространения социально значимой литературы, чтобы была конкуренция была. Чтобы были, значит, организации, которые готовы взять деньги, издать и доставить его до улусов. Ну, по крайней мере, доставку вы всегда сами забираете, бесплатную. Также, и тут действительно по ассортименту надо. Вот мы с Ольгой Васильевной посоветуемся, как это сформулировать, и этот вопрос будем тоже сильно ставить перед Мясниковым. Так? Потом мы с вами это... Может быть, вопрос еще поднять про обеспечение, вот подключение к интернету. Так? Это же тоже доступ к ресурсам, которые вы подписываетесь. Также национальной электронной библиотеки Республики, Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. И вот вопрос интернета и оплаты, работа с этими, значит, телепорт-дозором и так далее, тоже должно прозвучать как тоже проблема комплектования и доступа.
Также без, значит, достаточных денег на оплату интернета, вот как раз, Вера Аполлоновна, этот вопрос вы можете выступить и сказать, что вот это тоже напрямую связано с комплектованием, и вот вы хотели бы, чтобы у тебя все было нормально, нормально по финансированию и так далее, и так далее. Хорошо? Ага. И, в общем-то, расскажете расценки и так далее. Но я думаю, что вот это одно из совещаний, которое будет нам очень выгодно. Потом мы выйдем в департамент по местному самоуправлению. Там у нас есть тоже 2 заседания по модернизации библиотечного дела и по комплектованию. Так? По комплектованию. И мы там тоже должны, чтобы было хорошее решение, чтобы вот как-то правительство порекомендовало вашим муниципалитетам, она только рекомендовать может, какие-то вот хорошие эти дела делать. Хорошо? Поэтому мы сегодня-завтра будем с вами сильно работать, так, и выстроим вот это совещание. И будем говорить о том, что нам нужно сделать. И вот эти же проблемы мы будем ставить в отчетах правительства. Но в отчетах правительства, конечно, нужно очень сильно ставить вопросы материально-технического снабжения, капитального ремонта, строительства. Да? Поэтому я сейчас слово предоставляю Татьяне Афанасьевне. Она недавно делала справку по строительству новых зданий. Пожалуйста. Татьяна Афанасьевна, вы здесь, да? Я здесь, ага. Здравствуйте, дорогие коллеги. Ну, мы, значит, отправляли где-то в начале года же, да, всем справку насчет строительства. Это было, значит, из встречи председателя правительства с главой муниципальных районов, и стал вопрос о вынесении предложений на рассмотрение правительства Российской Федерации о строительстве муниципальных библиотек, там детских школ, музеев, детских школ искусств, музеев и так далее в рамках национального проекта. Да? То есть у нас вот национальный проект как бы расширяет свои рамки, да, тут у нас было уже, знаете, что уверенными шагами идет модернизация библиотек по части создания модельных библиотек, вот сейчас, значит, субсидии на комплектовании, и сейчас вот встает вопрос о строительстве муниципальных библиотек в частности, да. И вот, значит, на сегодня у нас по отчетам, вот по предварительным цифрам я смотрю, что у нас из 502 библиотек в республике 449 помещений общедоступных библиотек находятся на оперативном управлении, это 89%, 50 библиотек в аренде, да, это 10%. Общая площадь помещений муниципальных библиотек у нас составляет 56,1 тысяча квадратных метров, из них для хранения 12,6 и для обслуживания 35,7. Ну, вы знаете, что у нас, значит, в отдельных зданиях, сколько у нас находится? 132 библиотеки в отдельных зданиях, что составляет, значит, 26% от общего числа библиотек. И 223 библиотеки находятся при учреждениях культурно-досугового типа, это 45%, 52 библиотеки при администрациях, 10%, и 92 библиотеки, это 18%, при прочих муниципальных зданиях, при МФЦ и так далее. Да? И большинство из наших библиотек, как вы знаете, находится в деревянных зданиях, это 387 единиц, 77%, в каменных 102 библиотеки, 20%, и 10 библиотек, что составляет 2%, это каркасно-панельного типа, да. И на сегодня я вот смотрю, вот предварительно тоже, да, на 1 января 2022 года у нас 15 библиотек требуют капремонта и 14 библиотек находятся в аварийных помещениях. Но вы знаете, что цифры у нас не совсем корректные, потому что мы не имеем как на руках подтверждающих документов. Да? У нас гораздо больше, конечно, таких библиотек, которые нуждаются и в капремонте, и аварийной. Просто у нас нет подтверждающих документов, а официальная статистика требует документы. Поэтому у нас даже более 25 библиотек, даже сейчас больше, наверное, да, это более 5%, которые требуют переезда или строительства нового здания.
Ну вот то, что мы сейчас... И вот насчет квадратуры хотела сказать, что у нас 386 библиотек занимают площади менее 100 квадратных метров, и 211 из них находятся в помещениях менее 50 квадратных метров. Да? То есть очень сложно говорить в этом случае о модернизациях наших библиотек. Значит, на сегодня вот нам подали как бы заявки, предварительные заявки, 9 централизованных библиотечных систем. Это Булунский район, да, там, значит, 3 библиотеки: Центральная, Улусная, Кусюрская, Сектярская, Верхоянский район, Центральный районный, Горный, 4 библиотеки, тоже Кировский, Маганинский, Мытахский, Одунунский, Жатай, Жатайская городская библиотека, Алекминский район, Центральная районная библиотека, Оленёкский район, тоже Центральная районная библиотека, Тампонский, там 5 библиотек, Баягантайская, Мегиналданская, Охот-Перевозовская, Тополинская, Нгинская, Усалданский, Усалданская ЦБС, 6 библиотек, Бяринский, Бядинский, Мындабинский, Хамустарский, Чаранский, Черектейский и Чурапчинский Улус. Ну, там, в общем, все как бы 19 библиотек, да, желательно бы подали. Вот эти, значит, заявки нам подали предварительные. Но на сегодня у нас такая картина. То, что мы подали. У меня все. Да, спасибо, Татьяна Афанасьевна. Вопросы есть к ней? Добрый день, это директор Ангинского СБС, Евдокия Михайловна Сутакова беспокоит, да? У нас, например, мы хотели сделать акт, да, что у нас аварийный дом, мы уже должны были заплатить. Это так, по аварийному состоянию библиотеки, но если придет проверка, мы должны уйти с этого здания в другое здание. Поэтому мы как бы воздержались, и документы остались в прежнем варианте, как бы на капитальный ремонт. Пока у нас так обстоят дела. Нам в администрации так и сказали, что если какая-то там будет, вы должны выехать со своего здания. А такого здания, что у нас пока нет. Спасибо. Тогда так и будете жить, да, всю жизнь. Но дело в том, что не всю жизнь, да, но сейчас мы с администрацией ВУЗа работаем. Например, если я предложила главе, если переедет под лицей, каменное здание, это уже будет, наверное, 23-24 год. У них там каменное двухэтажное здание освобождается, но идет там большая работа из других подразделений, не только мы, библиотека, туда хотим, да, переехать, но вот работаем над этим. Но дело в том, что наша библиотека находится в центре, и как бы не хотелось терять вот именно центр. Да, спасибо. Да. Да, вот видите, как много у нас проблем, которые даже трудно решать. Так же, да? Ну, в общем-то, вот очень радует, что у нас и Светлана Семеновна недавно переехала. Вот мы не успели, как-то все внезапно было, в торопях было. Ну, и мы очень рады за вот, Вилюйскую СБС. Я вот сама даже мечтала поехать, потому что я эту библиотеку давно знаю. Аж с 70-х годов на практике была в этой библиотеке. И эта библиотека, по-моему, 50-го года строительства, и с тех пор она оттуда не переехала. Страшная была библиотека, холодная, такая неуютная. И вот, наконец-то, вот мечта как бы реализовалась. В Вилюйском СБС мы все говорили, что Светлана Семеновна тихо-тихо ходила и ехала в новое здание, отремонтированное. Вот у нас Василий Борисович съездил, был очень рад за нашу библиотеку. Вот очень хотелось бы, чтобы таких у нас поводов было много, и это должно идти как цепная реакция, потому что сейчас у нас как бы пошел процесс, и, в общем-то, надо думать нам всем, как сделать так, чтобы у нас строились новые. Вот районы тогда должны полностью получить, наверное, новое здание, мне кажется. И этот процесс идет, конечно, не так быстро, как мы хотели бы, но вот сейчас время такое быстрое, скоростное, и нужно очень хорошо работать со своим районным начальством. Так? Вот, поэтому вот такие, когда нам дают возможность писать какие-то заявки, надо очень активно участвовать. Кто-то очень много дал библиотек, кто-то вообще ничего не дал. Так? Мы должны, в общем-то, как-то вот посмотреть реальную картину. На самом-то деле, я думаю, что все библиотеки, кроме модельных,
требуют капитального ремонта. Либо текущий хороший косметический ремонт. Они у нас, понимаете, вот очень быстро должны полностью, именно пространственно, должны поменяться должны. Понимаете? Даже за счет, там, может быть, списания мертвых книг, неспрашиваемых и так далее, освободить место, и можно вот как-то полностью поменять именно это пространство библиотек вне зависимости от того, в каком помещении она сидит. И это очень, думаю, важно, и как-то эту проблему надо решать нам. Уже в обновленной библиотеке, если мы туда введем новые книги, подключим их к национальной электронной библиотеке, национальной библиотеке, Литресу и так далее, то да, действительно эта библиотека вот именно в таком информационном плане получит новое дыхание. Мне так кажется. Потом, во-вторых, я вот думаю, почему никто не поднимает проблему библиобусов, транспорта библиотечного. Понимаете? Вот когда показывают по телевизору, как этим школам раздают вот эти газели, я всегда думаю, что нам нужнее было бы для того, чтобы доставлять эти книги до филиалов, какую-то там передвижку сделать, книг, которые хранятся у нас в районной библиотеке. Вообще мы должны продумать новую роль Центральной районной библиотеки в СБС. Понимаете? Полностью. Вот у нас только инструкции 80-х годов. Мы должны с вами прийти к инструкциям, которые уже сегодня должны быть обновленные. Каким образом вы будете с филиалами работать? Как будете их обеспечивать литературой? Как будете обеспечивать спрос населения? Будут ли они как такие пространства, свободные пространства, free, там, library, да, как сегодня говорили? Понимаете? У вас вот, когда будем работать на стратегии, вы, пожалуйста, подумайте о своем, значит, о своей системе немножко с другого угла, с другой точки зрения. Вот как у Светланы Васильевны совершенно другой же взгляд. Вот мы привыкли как-то по одному сценарию, да, говорить о своей работе, а тут совершенно вот другой современный маркетинговое преподношение своей деятельности. Понимаете? И вот насчет библиобусов, тоже как-то спрашивали, сколько у нас библиобусов. Вот там, где дороги позволяют, уже нам надо каким-то образом эту проблему тоже ставить надо, чтобы у нас, может быть, через федеральную программу. Вот почему Единая Россия только клубам помогает капитальный ремонт делать, почему нам не помогает? Почему вы в Единую Россию кто-нибудь написал письмо или нет, чтобы они тоже взяли библиотеку под буксир, понимаете, финансово? Вот нам нужно быть очень активными, надо быть активными, предприимчивыми, чтобы вот даже я рассказывала, по-моему, вам, да, что я была на совете директоров Бурятии, и там, оказывается, депутаты покупают маленьким библиотекам новую мебель, обновляют мебель на свои средства. Депутаты, вот у них ЗАГС собрание, а у нас это Илтумен. Вот они же должны же показывать свою работу, репутацию свою поднимать, а то их столько ругают и ругают. А тут они взяли бы и в маленькой библиотеке полностью бы обновили мебель хотя бы. Да, это же не очень... Сделайте это, как ее, смету, сколько надо, и поработайте со своими депутатами. Понимаете? Или со своими этими, значит, земляками, предпринимателями. Вот у Варвары Николаевны-то целую библиотеку построим. И целые библиотеки строят. Это же... Есть такие люди. Давайте заниматься фандрейзингом, какими-то аукционами, чтобы наша работа была видна. Уже время вот такое, как бы, дайте нам, и это, обязаны, это уходит. Надо уже какие-то совершенно другие инструменты надо использовать. Но я могу говорить бесконечно. Я сейчас хочу предоставить слово Сардане Николаевне и Анастасии Михайловне по поводу новой заявочной кампании в нацпроект «Культура». Пожалуйста. Ну, здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, у нас начинается горячая пора. Как вы знаете, у нас в республике уже создано 12 федеральных модельных библиотек. И мы являемся как бы флагманами на Дальнем Востоке. Самое наибольшее количество модельных библиотек находится в нашей республике, это 12 библиотек, еще раз говорю, да. И в этом году нам выделили еще
как бы 2 места для создания модельной библиотеки. Это у нас 10 миллионов получила Анабарская центральная модельная библиотека и Эльгейская модельная библиотека с Сунтарской МСБС. Уже начинается работа над реализацией проекта в данных библиотеках. Так уже начинается как бы пора подписания соглашений и так далее. Ну, конечно, будем работать, и 3 октября уже откроются вот эти 2 библиотеки, и у нас получится уже 14 библиотек. Так, в 2023 году у нас 14 марта с 2022 года по 29 апреля 2022 года начинается уже прием заявок для конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек. Так, вот я до пятницы собирала ваши заявки. У меня получилось сколько? 16 заявок, да? Сейчас я перечислю данные библиотеки, да? Те, которые я не перечислила, можете подать сегодня еще до конца дня. Так, это у меня, во-первых, Центральная улусная библиотека Булунской МЦБС, Центральная библиотека Абыйской МЦБС, Чемнайская модельная библиотека, Татинская МЦБС, Центральная улусная библиотека Усалданская МЦБС, Центральная районная библиотека Нюрбинская МЦБС, Чаппандинский филиал Нюрбинской МЦБС, так, Эмисская сельская библиотека Амгинской МЦБС, Булгурская сельская библиотека Амгинской МЦБС, Алагарская модельная библиотека Чурапчинская МЦБС, Катанавская модельная библиотека Чурапчинская МЦБС, Сыланская модельная Чурапчинская тоже МЦБС, так, Центральная городская библиотека Мирного, города Мирного, Детская районная библиотека тоже города Мирного. Так, дальше у нас Центральная районная библиотека города Вилюшка, которые переехали новые здания тоже, да? Так, Хаптагайская сельская библиотека, филиал Мегино-Кангаласская МСБС и Жатайская городская библиотека. Вот эти вот 16 библиотек до пятницы мне подали заявки. Так, те, которые не еще думают или уже определились, вот до конца дня жду ваших заявок. Но в этом году мы хотим как? Сейчас вот Анастасия Михайловна расскажет, да, про учебу. Мы проведем, конечно, для каждой библиотеки, ну, отработаем с каждой библиотекой по тем документам, которые они должны предоставить, да, и хотим уже 15-го, ну, где-то вот в районе 15 апреля уже предоставить готовые документы, потому что вот сколько мы с 2019 года работаем, мы тянем эти документы, на оформление данных документов до последнего дня, который, конечно, и для наших коллег приносит неудобства, и для вас, конечно, тоже неудобства, да, мы что-то забываем, печать ставим, забываем, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому где-то 15 апреля у нас эти документы, которые мы должны предоставить Министерству культуры Российской Федерации, они должны быть готовы. Так, насчет учебы, да, что хотела еще говорить, вот когда я вот собирала заявки, есть те улусы, которые даже не следят
когда проходят у нас конкурсные отборы регионального уровня, федерального уровня. Есть и улусы, которые почему-то мне предоставляют заявки на конкурсы регионального уровня, хотя этот конкурс уже прошел в декабре месяце. Так что, пожалуйста, проследите за событиями, да, хотя мы все работаем дистанционно, но все равно как-то надо это все прослеживать и так далее. Так, ну, насчет учебы, тогда я сейчас передаю слово Анастасии Михайловне. Пожалуйста, Анастасия Михайловна. Здравствуйте, коллеги. Вот как сказала Сарда Николаевна, у нас с 14 марта по 29 апреля уже начинает прием документов, заявочная кампания, да, по конкурсу национального проекта «Культура». И мы со следующей недели, точное время я уточню, на этой неделе начнем учебу для вот этих библиотек, которые будут подавать заявки, документы на конкурс для участия в конкурсном отборе. В этом году мы внесли изменения по обучению, да. Мы всю информацию на 3 дня не будем давать. Мы все блоки, которые разделим, да, это, к примеру, проведение исследований, там фондов, функциональности помещений, компетенции персонала, по программной деятельности, разработку концепции, там разработка дорожной карты, как разрабатывать смету расходования межбюджетных трансфертов. Разделим на блоки, и каждый блок мы будем вести, где-то неделю, 10 дней, да, но по значимости, по объему количества документов, которые нужно предоставить. И каждый специалист, который будет вам это все подавать, преподавать, подсказывать, консультировать. Вот в конце блока у нас должна быть готовая документация уже, чтобы мы в этом блоке все сделали и уже перешли на второй блок. И в выходе обучения, да, это где-то у нас полтора месяца будет обучение, чтобы у нас была уже готовая документация, и мы вот эту документацию уже подали как уже заявку, да, чтобы и разгрузить работу кураторов и тех сотрудников, которые будут оформлять заявки, чтобы и было сопровождение каждого документа, чтобы не так, чтобы как прошлые годы за 1 ночь, за 2 ночи, вот все это сидеть и грести лопатами, да, как бы говоря. Вот, и в конце обучения, где-то в середине апреля, да, получается, в середине апреля мы уже имели готовую документацию. Поэтому просьба так отнестись к обучению очень серьезно. По каким-то непонятным вопросам, ситуациям, конечно, индивидуально будут консультировать наши специалисты. И все это надо делать как-то организованно и все быстро, чтобы очень долго не раскачиваться. Вот у меня такая информация. Я точную дату начала обучения скажу на этой неделе, в конце этой недели, и на следующей неделе мы уже начнем обучение по заявкам. У меня все, такая информация. У вас все, да? Я подвожу итоги. У нас все. Да, в принципе, конечно же, много людей, из тех даже, которые дают, не все получат, конечно, федеральные субсидии. Это конкурс, он и есть конкурс. Поэтому, знаете, я хочу посоветовать, порекомендовать, чтобы при отчетах правительства давайте поднимем вопрос, чтобы нам увеличили финансирование именно модельных библиотек республиканского уровня.
Так? Не 5 миллионов давали, а давали побольше, 20 хотя бы. Мы в прошлом году пытались ставить 20 миллионов, но они говорят, что денег не хватает, но денег всегда не хватает. И, в принципе, вот здесь, даже помните, у нас был такой как бы прецедент, когда при помощи депутата своего, да, вы, значит, лоббируете этот вопрос, чтобы на республиканском бюджете предусмотрели 20 миллионов, 100 миллионов на создание модельных библиотек. И тот, значит, депутат, который помог это все протащить, это поставить, да, вот этот район получает обязательные бонусы. Кто помогает, тот получает бонусы. Это вот то, что касается модельных библиотек республиканского уровня. И обязательно надо в этом году ставить вопрос, чтобы модельные библиотеки в малых населенных пунктах попали в программу, целевую программу развития культуры своего района. Хотя бы там сколько-нибудь это сделать. И тогда у нас будет федеральный уровень, республиканский уровень и муниципальный уровень. Может быть, мы что-то успеем с вами быстро модернизировать. Вот где можно деньги искать. Поэтому вот на совещаниях, да, пожалуйста, этот вопрос поднимайте. И мы этот вопрос тогда Министерство культуры будет более серьезно смотреть будет при формировании бюджета на 2023 год. Так, это одно. Вот давайте, вот, конечно, мы уже который год работаем по вашим заявкам по федеральным программам. И очень хорошо, когда вы сейчас определите людей, которые будут работать над проектом вашим, да, и уже они начнут всю эту документацию делать, и вот по дороге у вас будут возникать кучу проблем и кучу вопросов. Пока есть время, начните и над этими проблемами работать. И вот от начала до реализации у вас должен быть, может быть, даже приказом назначенный специалист, ну, методист или там замдиректора или еще кто-то, но человек, который владеет какими-то экономическими, менеджерскими знаниями. Вот Покровский-то у них как бы так хорошо пошло, потому что у нее у нее образование менеджера. И она очень хорошо со сметами работает, дорожными картами хорошо работает. Понимаете, вот это вот очень важно. Теперь, значит, семинар республиканский мы предлагаем сделать чуть пораньше, потому что все-таки все равно будет, наверное, это виртуально, через Zoom, 22-23 марта. Так, и вот как сейчас мы говорили, будет посвящено теме стратегии развития библиотечного дела нашей республики до 2030 года. Мы там, значит, нашим как бы совещанием, семинаром мы утвердим, обсудим и утвердим. И, в общем-то, вот один шаг большой сделаем. Ну и внутри там будет очень много проблем. И вот в данной стратегии, да, внутри сидит, значит, на целое направление. Называется, значит, создание единой цифровой среды библиотеки. То есть вот то, что говорила Сардана Васильевна, мы будем с вами сидеть в одной среде. Одна среда будет, да? И вот как это вы будете работать в этой среде, какая технология, какой механизм. Вот для того, чтобы это все опробировать, в 2021 году выбраны 5 пилотных СБС. Так? Это Намский, Хангаласский, Алданский, Горный и Мегино-Кангаласский. Так? Вот 5 СБС, которые вот по развитию цифровых технологий, ну, на наш взгляд, являются передовыми, и они смогут осилить те задачи, которые будут стоять перед ними. И там первый шаг, да, который будет, это интеграция информационных ресурсов библиотек республики в единую поисковую среду с помощью механизма единой цифровой среды библиотек, единый поисковый сервис. Вот оттуда начнется создание нашей единой среды, создание вот единого поискового сервиса. И, в общем-то, Анна Григорьевна говорила о том, что вот пока у нас эта как бы, технология полностью не утверждена, не разработана, поэтому в течение года небольшими шажками будут в этом направлении. Главное, чтобы ваши технологи, автоматизаторы были готовы работать с нашими программистами и технологами. Ну, конечно же, для того, чтобы попасть в единую среду, надо объединять нам свои каталоги, информационно-поисковые системы, и с одного портала, с одного места можно было бы попасть, значит, в фонд, узнать о наличии издания вот в любой из тех библиотек, которые попадут в пилотный проект.
Так, ну, пока я не буду забегать, они на семинаре совещания обещали большой доклад с презентацией, в котором вы более глубоко поймете это дело. Хорошо? И последнее, да, что я хочу сказать, это вот мы в Горном районе тоже экспериментально провели стратегическую сессию. Так, есть вот такая форма. Мы раньше все время ездили, обследовали, значит, мониторинги проводили и так далее. И вот мы впервые в Горный Улус поехали именно провести стратегическую сессию. Ну, вы насколько поняли, вот сейчас совершенно вот все должно быть у нас меняться в соответствии с изменениями нашей менталитета, нашей молодежи. Действительно, каким-то образом, может быть, сократить отток пользователей от услуг библиотек и так далее. И вот с этой целью вот новая форма вообще обучения – это стратегическая сессия. Она может быть по разной теме. И у нас уже есть команда из наших молодых, которые проводили стратегическую сессию среди молодых специалистов, ну, таких инициативных, активных членов коллектива. Они провели, значит, на месте вот такую сессию. Это вот игра на команды и совершенно вот там задания, которые помогают нашим специалистам креативно мыслить, создавать тут же проекты под эти креативные идеи и так далее. Вот наша национальная библиотека полностью, вот все структурные подразделения прошли вот такую стратегическую сессию. Так, значит, и, в общем-то, вот видите, какой результат, что у Сарганы Васильевны уже команда есть, которая вот совершенно креативно по-другому смотрит на нашу работу. Поэтому мы, значит, ждем, вот сейчас пока дорога есть, мы будем собирать заявки, и вот эти 3 наших молодых тренеров могут поехать к вам и опробировать вот эту новую форму взаимодействия, ну, обучения, скажем, да, наших сотрудников. Вот это я хотела сказать. И, в принципе, давайте сейчас перейдем к вашим вопросам и на этом закончим. Хорошо? А то уже долго сидим. Вот планер в связи вот из-за того, что Саргана Васильевна согласилась сегодня выступить, у нас время много идет. А так эти планерки должны быстро проходить, такие должны быть, ну, где-то должны быть, ну, довольно-таки хотя бы на час и так далее. Понедельник-то работы много. Так, вопросы есть? Галина Федосимовна, у меня есть вопрос. Насчет работы Почты России. Они очень-очень поздно доставляют почту с опозданием. Это вопрос второй. Это вопрос мне хайдара тарьер. Олег, умница. Вот этот вопрос поставим. Почту России надо изучить, Лариса Романовна, чтобы у нас были какие-то факты. Так, это мы, коллеги, кто слушает, да, по районам пишите, у кого какие проблемы по доставке Почты России, у кого Почта России. Если вот такие конкретные будут замечания, мы бы указали, что вот у Салданском районе доставка почты идет с опозданием, а в таком-то Улусе тоже идет, ну, типа, как можно отработать, они бы там нам, может, отработали. Вообще вот по доставке по-хорошему должен быть отдельный блок, наверное. И книги, вот, например, в северные Улусы. Да. Сколько проблем, они вообще получают только 1 раз в год. Ага, и по доставке у нас получается проблема, там нету никогда финансирования, да, тоже статьи никакой нету. Может быть, как-то так, чтобы они включили в свою социально значимую программу, что ли, районную, муниципальную. Ну, финансирование обычно же в стоимость книг же входит на комплектование. Не во всех фирмах так. Допустим, Мир знаний так отправляет, книжный маркет так не отправляет, а я тоже так не отправляю. Они, наши еще договариваются так. Их книги забирают, увозят Мир знаний, она там стоит. Потом знаете, вот действительно здесь, да, может быть выплате проблема библиобуса. Когда вот зимой можно прийти и доставить из Якутска там, и так далее, с книжных магазинов книги до своих улусов. Тогда вот у Кеши был очень хороший проект, Кеша. Как он назывался? Иннокентий Иннокентьевич. Именно вот в северных районах по доставке. Ну хорошо, мы что-нибудь тогда поднимем этот вопрос, да?
И, может быть, если будет какая-то сложная ситуация, то мы первого вечера выйдем к вам, хорошо? Ну, сейчас по отдельности с улусами будем работать. Данные это у Ларисы Романовны есть, и она напрямую будет выходить к вам. Хорошо? Вопрос, да. Здравствуйте, коллеги. Галина Федосевна, можно вопрос, да? Да. Повышение квалификации комплектаторов у нас намечается в этом году? Семинар, да? Нету? Да, повышение. Нету, да? Нет. 2 года один раз. Был рынок тогда. В прошлом году было, ну, в 2021 году. В 2021 году было. Поэтому каждый год мы не можем. Единственное, вы можете стажировку заказать вашего работника. Может быть, там во время отпуска она приедет, и тут Лариса Романовна сделает ей стажировку. Обучит. Так, да, Лариса Романовна? Спасибо. Можно. Так, еще какие вопросы? Так, ну, если вопросов нет, я хочу поблагодарить вас всех за участие. У нас проблем очень много сейчас, надо будет срочно справку писать и так далее. И мы к вам выйдем по поводу встречи с Мясниковым. Вот такие, конечно, встречи не надо упускать, это самое главное. Главное, когда мы живем в таких как бы условиях Якутии, где очень трудно, значит, с финансированием, с доставкой и так далее. Пытаемся голову поломать. Хорошо? Так, ну, если вопросов нету, всем спасибо. Я думаю, немножко подзарядились, как сказала Варвара Николаевна. Обучение по АПАКу книжной части очень нужно. Да, она идет, вот Ленская спрашивает. По каталогизации они же каждый год проводят, да, для начинающих, и там по тематическим они делают, по предметной рубрике. У нас профессионалам стоит, да, план на 2000? Да, стоит. И вот по каталогизации книжной части у нас 28 февраля уже стоит. На сайте профессионалам посмотрите. Так, сегодня из-за того, что были большие проблемы по поводу кураторства, по поводу методического обеспечения, вот, каталогизации, да, в электронном виде. И мы этот вопрос сильно подняли перед коллективом Национальной библиотеки. И вот тот отдел, значит, интегрированных электронных ресурсов, они назначили кураторов по созданию вот этих электронных библиографических этих, ну, как бы, данных, да. И, в принципе, вот, Анастасия Михайловна, мы, может быть, возьмем этот список, кто какой район курирует, телефоны там и так далее. Тогда вот все, что касается каталогизации, вы будете решать со своими кураторами. Хорошо? Я весь список с указанием, телефоном, электронных адресов я уже в декабре месяце всем СБС отправила. Это кураторы, да? Да, Это куратор. Да, куратор. Не обратили внимания? Если у кого нету, то пишите, я отправлю. Давайте вот этот институт кураторства надо испробовать в этом году, чтобы все вопросы по каталогизации. Да, по всем ЦБС есть куратор. Это вот новая тоже форма работы. Знаете, вот... вот там можете задавать вопросы по сертификацию. Да. Вот они будут от начала до конца курировать ваши районы. Да, именно непосредственно по работе связывайтесь с ними, а по организационной части только со мной. С профессиональной точки зрения по каталогизации я не могу дать информацию, ну, консультацию. Вот знаете, да, вот Сагана Васильевна, почему вот такой рывок идет, да, в Национальной библиотеке. Мы все, вот руководители центров, прошли публичную защиту планов и отчетов. И вот каждый рассказывал, что он в течение года сделал и так далее. Тут же им предлагались какие-то перспективные эти направления, идеи. Вот на этом люди, как бы уже, которые носят с собой идеи, они начинают предлагать. Так? И директор уже говорит, что вот надо вот от этого отказаться, старой формы, и внедрять вот это новое внутри вашего. Вот поэтому у нас прошло вот то, что мы составили планы, то, что мы отчеты составили, они вот были рассмотрены совсем с другой точки зрения, а не как вот мы каждый раз по шаблону работаем. Понимаете? Вот именно формирование компетенций, которые сегодня нужны, это
для вас, думаю, самый беспроигрышный путь. Как-то людей надо развивать своих коллектив. Без них-то вы сами что сделаете? Поэтому надо всем нам голову перевернуть надо. Вот в плане каких-то вот таких новых, свежего воздуха, да, свежий глоток воздуха. Хорошо? Ну, давайте на этом мы на красивой ноте закончим. Да? Спасибо, что все приняли участие. Ага. И, ну, извините, что у меня сегодня с утра что-то горло заболело, но, думаю, меня слышно было, понятно. Мы всегда на связи. Спасибо и до новых встреч. Спасибо, коллеги. До свидания. Ждем ваши справки. До свидания. Отчеты, да? Отчет. Ага. Будьте на связи. Спасибо. До свидания. Спасибо.